4 проблемных банков Таджикистана перед вкладчиками составляет около 90 миллионов долларов, заявил председатель Национального банка республики Хаким Халикзода. Общий долг проблемных банков перед своими акционерами в настоящее время составляет более 1 миллиарда сомани, или около 90 миллионов долларов, сообщил глава Нацбанка. По его словам, эти банки по различным причинам не могут продать свои активы, чтобы полностью вернуть деньги вкладчикам. Всего с проблемой невыплаты средств вкладчикам столкнулись 4 банка, 2 из них находятся в процессе ликвидации, и эти кредитные организации не могли рассчитаться со своими бывшими клиентами в течение последних 5 лет. На сегодняшний день Агроинвестбанк должен около 662 миллионов сомани, Таджиксодиратбанк – 344, Тайпромбанк – 50, а Фананбанк – 5 миллионов сомани, пояснил он. Напомним, в 2016 году, через год после банковского кризиса, правительство Таджикистана приняло решение выделить 3,32 миллиарда сомани в виде инвестиций двум банкам – Агроинвестбанк и Таджиксодиратбанку. Эта сумма, которая якобы была вложена в проблемные банки, была предоставлена Министерством финансов Республики Таджикистан. Так, в ОАО Таджиксодиратбанк Минфин перечислил 2,25 миллиарда сомани. При этом его доля в этом банке составила 85,2%, в ОАО «Агроинвестбанк» – 1,7 миллиарда сомани, увеличив таким образом свою долю до 87,3%. Однако, несмотря на это, долги клиентов до сих пор полностью не погашены. Наряду с этими банками Таджпромбанк и Фананбанк также переживают кризис и еще не вернули вклады своих клиентов.